Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, за то, что вы со мной, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что случится само по себе, без всякого вашего вмешательства либо участия. Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свой срок. Давайте посмотрим, что случится само по себе. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Смотрите, два человека в одной лодке. Два абсолютно разных человека в одной лодке. Вы с кем-то вместе окажетесь в одной ситуации. Либо перед лицом какой-то ситуации вы объединитесь. Без всяких уговоров, разговоров. У кого-то так и отыграется, что с человеком вы особо не общались, но какая-то ситуация вас прям сплотит. Сплотит очень сильно, надежно и в благо. Благо, да, вот это сплочение пойдет. Вы друг другу здоровски поможете, либо друг друга здоровски выручите, либо вдвоем от чего-то, ну, грубо говоря, отобьетесь, да, либо чего-то вдвоем добьетесь. Очень хороший знак, он идет во благо. И то, что случится само по себе случайно, имеет длинный путь. То есть с этим человеком, однажды попав в одну лодку, вы будете очень долго и общаться, и дружить, и помогать друг другу. Действительно станете близкими не только по духу, но и по зову сердца людьми. Очень замечательный знак. Цените того, кто войдет в вашу жизнь, и, соответственно, знайте, что этот человек также будет вас ценить. В следующем фрагменте показан человек, который схватил как какой-то кусок, часть чего-то, и очень довольный, значит, схватил и бежит с этим куском, да, думает: о, теперь я буду счастливый, теперь я добьюсь всего того, что хотел, либо имею то, что хотел. А здесь четко показано, что за все придется ответить. Я вижу, что это не вы, я вижу, что это кто-то другой, кто повел себя, ну, скажем так, не очень благородно, чинно-благородно. А может быть, в принципе, да, человек нарушил какой-то закон. Что-то забрал, ухватил, прихватил, ну, либо даже украл. Да, очень доволен собой этот человек, но не знает, что придется очень жестко ответить. И если вдруг какая-то неприятная ситуация произошла там, где вы живете, либо там, где вы работаете, может быть, у людей, которых вы знаете, да, что-то неприятное произошло, и непонятно, кто это сделал, поверьте, здесь и найдут, и накажут. По-другому здесь быть не может. То есть вот эта радость у человека не продлится долго. Четко показывают сон. Сон, либо сны, которые будут вам сниться. Очень много ценной, полезной информации, подсказочек придет именно через сон. А кому-то идет знак того, что ваше исцеление будет происходить во сне. То есть вы спите, тело ваше исцеляется. И так может отыграться. То есть все происходит само по себе, без всякого вашего участия. Вы себя почувствовали плохо, просто ложитесь, немножко поспите, и тело ваше будет восстанавливаться, здоровье ваше будет восстанавливаться. Либо у вас есть какая-то вот мысль в голове засела, вы не понимаете, что делать, может быть, какой-то информации не хватает, либо вы не уверены в будущих, да, поступках, шагах, да, как правильно поступить. Через сон будут приходить подсказки. Кто подсказывает? Духи подсказывают, ангелы ваши подсказывают. Вы все разные, у каждого свои подсказчики. Но подсказки здесь 100% верные. Либо организм
восстанавливается, выздоравливает через сон. Так, девушки, мои хорошие женщины, само собой придет внимание к вам, к вашей персоне со стороны двух мужчин. Два абсолютно разных мужчины. Один такой, знаете, невзрачный, щупленький, но, кстати, очень талантливый, либо очень перспективный. А вот второй наоборот, такой, знаете, великан, грудь колесом, он такой весь респектабельный. Да? Два мужчины обращают на вас внимание, либо два мужчины начинают за вами ухаживать. С левой стороны, ну прям совсем неожиданно это для вас будет. Смотрите, из-за этих мужчин у какой-то женщины по отношению к вам случится зависть. И она не сможет дальше скрывать свои чувства, и вам вот начнет как-то дерзить, хамить, может быть, даже как-то критиковать вас, да, таким, знаете, самым низменным способом. Вот. Она и раньше вас недолюбливала, а когда у вас сразу два кавалера, просто не сможет сдержаться и полностью себя обнаружит, раскроет свое истинное отношение к вам. Хотя долго она это скрывала, знаете, как маски меняла, перед вами там ходила вся такая белая овечка. Окажется, что не овечка она вовсе, к вам очень плохо относится. А по поводу этих мужчин, ну, для вас они как равны идут. Либо вы, в принципе, не настроены на мужчин, либо вам очень сложно будет выбрать, кого из них выбрать. Мужчины хорошие, абсолютно друг от друга отличаются, да, вообще схожести никакой нет, но при этом и тот интересен, либо и тот понравится, либо ни тот не понравится, да, и так тоже может отыграться, но сразу два. Так, дальше у вас есть чайник, который вот-вот закипит. Чайниками обычно показывают семью и дом. У кого-то из вас отыграется, что вот-вот и ваш дом наполнится людьми, гостями, и будет шумно, и будет весело, и будет радостно, празднично будет. А у кого-то отыграется, что вот-вот в вашем доме произойдут очень хорошие изменения, улучшения. Да? Может быть, какие-то неприятности отступят от вашей семьи. Возможно, наладится быт, уйдут разногласия. Ну, вы все разные, у каждого, соответственно, отыграется по-своему. Но, тем не менее, чайник вот-вот и уже закипит. Очень хороший и добрый знак. Так, собака. Собака влево, скачет влево. Тройка на хвосте. Ну, здесь больше отыграется как ненадежный друг. Ненадежный друг, либо друг, который оказался не друг, а вдруг. Да? Не так, а просто так. Здесь собачка, я не могу сказать, что человек прям что-то плохое делает. Скорее, это будет отношение. Ну, допустим, вы с кем-то дружите и понимаете дружбу по-своему, а человек понимает по-своему. То есть, когда хорошо, да, я могу подружить, а если моему другу что-то нужно, то что я делаю? Правильно, вильну хвостом и побегу по своим делам. То есть, скорее всего, как отказ в какой-то помощи, либо в нужный момент ваше обращение к другу, а друг либо подруга говорит, ну, извини, у меня свои дела, да, типа, ничем помочь не могу. Это неприятно, но все люди разные, и каждый живет так, как ему нравится, да. Тут судить, ну не суди, не судим будешь. Если вы хотите, чтобы ваши друзья, ваше окружение были подобны вам, ну тогда делайте правильные выводы, ищите нового друга, либо новую подругу. Ну, здесь явно вильнет хвостом и влево. Так, выше у вас птица. Птица, которая летает по кругу. Она высоко летит и по кругу летает. То есть, возможно, вы узнаете, что кто-то вас разыскивает, либо кто-то хотел бы с вами связаться. Может быть, вы сами этого человека искали, либо недавно об этом человеке думали. Но казалось, что невозможно. Да? Невозможно, чтобы человек меня помнил, либо человек захотел бы со мной общаться. И вот совершенно случайным образом на вас кто-то третий выходит и говорит, а вот ты знаешь, тебя то-то, то-то ищет. Да? Либо, а я с тем-то, тем-то знакома, и вот знаю, что тебя хотел бы этот человек найти. Для вас это очень будет приятно. Прям, знаете, на сердечке тепло у вас разольется от мысли, что этот человек вас ищет. Но это правда. Действительно разыскивает.
Даже в нашем современном мире можно потеряться. Люди теряют телефоны, люди переезжают там из страны в страну. У людей всяко разно происходит. Возможно, в какой-то момент, да, человек просто потерял ваши контакты, а теперь разыскивает и найти не может. Вот вы об этом узнаете, вам будет очень приятно. Если хотите общаться с этим человеком, скорее давайте обратную связь, давайте свой контакт, ну либо социальные сети. Пусть человек вас найдет именно так. Ну прям над вами летает, но вас не видит. Да, возможно, помнит ваш старый адрес, либо помнит ваш старый телефон. Может быть, вы замуж выходили, фамилию меняли. Да? Все может быть. Но вот кто-то вас разыскивает, и вам от этого будет приятно. Так, неожиданно вас какое-то предложение застанет врасплох. Предложение, к которому вы окажетесь не готовы. Вам кто-то что-то будет предлагать и давать вам, ну просто вот пару секунд на решение. Да, решайся здесь и сейчас. Говори мне да или нет. Хотя, возможно, вы хотели этого предложения, вы искали это предложение. Кстати, очень похоже на работе, по работе предложение, да, рабочее по работе. Но когда вас ставят перед фактом, да, и дают вам там ровно 3 секунды на ответ, конечно, вы будете в замешательстве. Значит, мои хорошие, предложение, оно двоякое. С одной стороны, да, вы этого хотели, но с другой стороны, там есть какая-то ответственность. Ответственность, которую нужно будет на себя принять. А поскольку вы человек обязательный, для вас ответственность — это не пустой звук. Может быть, из-за этого заминка произойдет. Но я вижу, что вы осилите это предложение. И, возможно, у кого-то так и отыграется, что если не вы, то кто? Да? Нет людей более ответственных и порядочных, более подходящих под эту должность, чем вы. Так мне идет. Кстати, у кого-то из девочек даже может отыграться предложение от мужчины, да, девушки, женщины. Может быть, вы надеялись, что вот он мне предложит отношения, либо что-то серьезное, там вместе жить, выйти замуж, завести ребенка. Вы жили этой надеждой долго и долго и долго, и тут он вам неожиданно предлагает и говорит: все, пойдем подавать заявление, либо все, съезжаемся. И вы такая в ступоре: я не готова, я не готова, я не знаю, что мне ответить. И так может отыграться. Может быть, даже вы какую-то работу проводили, как уговаривали, либо как подводили человека к этой мысли, он долго сопротивлялся, потом раз и обухом по голове, да, он все это выкладывает и говорит: все, вот здесь и сейчас, говори мне да, либо соглашайся, да или нет. Ну, такая щекотливая немножко ситуация у вас идет. Сам по себе решится детский вопрос. У кого-то это связано с поступлением в вуз, например, да, в учебное учреждение. У кого-то это связано, например, с судьбой вашего ребенка. Может быть, ваш ребенок не того партнера себе выбрал, ну, на ваш взгляд. У кого-то ситуация может быть каких-то вредных привычек. Дети все разные, да, разных возрастов, и какой бы ребенок ни был, все равно для мамы либо для отца это малыш, да, навсегда малыш. Смотрите, вопрос решится сам по себе, благодаря тому, что вы в свое время в своего ребенка очень много вложили мудрости, знаний. Вы научили ребенка мыслить, вы научили ребенка выбирать. Здесь ребенок вас очень удивит своим решением, либо своими действиями. Может быть, вы на почве чего-то поссорились, да, и вот появляется ваш ребенок и говорит: ну так, я решил так и так, либо я сделала так и так. И вас это очень порадует. Вы помиритесь, все у вас восстановится. И с ребеночком все хорошо, и у вас все хорошо. И все ваше воспитание дает просто потрясающий результат. Так, еще с правой стороны мне показывают женщину. Женщина, за которой бежит мужчина. Бежит мужчина, руки к ней тянет, о чем-то ей говорит и что-то ей обещает. Причем обещает как целый новый мир. Скорее всего, это возвращенец. Да? Само собой, человек вернется. Девушки, женщины, вы все разные. У кого-то мужчина, ну, допустим, в свое время не смог принять решение, либо побоялся взять ответственность. У кого-то мужчина в гульки ударился, да, и
выпал из вашей жизни. Сейчас мне показывают, как он возвращается и начинает вам тут заливать, обещать целый мир. Все, что хочешь, все тебе дам. Да? Допусти меня в свою жизнь, допусти меня к себе. Я все понял, я все осознал. По правде говоря, он вышел у вас с правой стороны. То, что он вам будет предлагать, либо то, о чем он вам будет говорить, это все правда. Он не лукавит, он не придумывает, он не врет. Он действительно все понял, он действительно все осознал. Может быть, поздно, но тем не менее, лучше поздно, чем никогда. Вы не выглядите как недовольный человек, скорее как наоборот, у вас улыбка на лице. То есть, все законно, все нормально, все логично, так и должно было произойти. Да? Вы улыбаетесь тому, что мужчина вернулся. Примете вы его, не примете вы его, это уже другое дело. Главное, что он понял, осознал и вернулся. И вам нравится то, что он вам говорит. Еще я вижу у вас общение с кем-то, кто говорит на другом языке. Как человек вам то ли писать начнет, то ли что-то вам предлагать станет. Вы все разные. Здесь явно человек прям 100% иностранец и говорит на каком-то другом языке. Для вас это будет интересно, для вас это будет необычный такой опыт, но в этом что-то есть. Не для всех, но для кого-то конкретного общение, либо начало общения с этим человеком — это прям резкий перелом в вашей судьбе. Жизнь очень резко и одномоментно у вас поменяется благодаря общению с этим человеком. Допустим, если вы девушка и какой-то иностранец вам написывает, возможно, он сделает вам предложение, вы выйдете за него замуж, переедете в другую страну. Если вы мужчина, то может быть иностранная женщина, да, женщина, вернее, иностранка, а может быть кто-нибудь заинтересуется вами как профессионалом, как специалистом, да, сделает вам оффер, предложение по работе, и вы переедете, поменяете свою жизнь. Да, и так может отыграться. Но здесь четко с левой стороны это не просто само по себе, но это еще и очень неожиданно и резко произойдет. Да, общение с иностранным человеком, иностранцем. О ком-то из вас начнут говорить, либо кого-то из вас начнут рекомендовать, советовать. Вы все разные, но здесь, мне кажется, больше идет речь о вашем умении, о вашей работе, о вашем мастерстве. Что-то вы умеете делать лучше, чем другие. Либо какой-то высокий класс профессионализма вы имеете. И здесь о вас начнут говорить, и вас начнут советовать и рекомендовать. Вы, и как я понимаю, да, ничего особого не делаете. То есть рекламу о себе не даете. Вы не привлекаете клиентов какими-то супер скидками либо супер предложениями. Вы делаете свою работу честно, профессионально. И люди, попробовав, понимают, что это вау, это прекрасно. И начинают вас советовать друг другу. Советовать. К вам будут приходить люди и так и говорить: мне вас рекомендовали, мне вас посоветовали. И она настоящая реклама. Оно, в кавычках, да, сарафанное радио, которое приведет к вам большое количество людей. И это просто чудесно. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.